Добровольческим батальоном «Алга» и «Темир», сформированным в Татарстане, исполнился год. Комплектование именных батальонов происходило с начала лета прошлого года. А 8 июля из Татарстана сначала на учебный полигон в Оренбургскую область, а затем в зону проведения специальной военной операции был отправлен первый батальон «Алга». Он практически с первых дней находится на передовых позициях в различных регионах, вошедших в состав России. Журналисты нашей программы встречались с ними неоднократно на территории проведения СВО. И неделю назад наша съемочная группа вернулась из очередной командировки. И мы снова начинаем серию репортажей из зоны боевых действий. Комара. Сейчас отправим подарочек. Вот, за своих пацанов нижнекамских, за погибших. Сейчас будем отправлять. Исполним симфонию. Исполнять будешь кибер. Соответствуя названию, они с первых дней на передних позициях. Мы познакомились с ними в декабре в Херсонской области. После этого была и Луганская республика, теперь Донецкая. Один из добровольческих батальонов, сформированного в Татарстане, сейчас ведет бои на Артемовском направлении. Артемовск, он же Бахмут, нам известен. А мы находимся на так называемой тыловой базе этого батальона. То есть сюда бойцы с передовой приходят, чтобы немножко отдохнуть, отдышаться, помыться и снова уйти на передовую. У нас справили день рождения батальона, у нас был с 8 на 9 число. День нашего батальона, да, например, июля точно. Встретили мы его на позициях. Жесткого как много, и как бы это, вспоминать я много как бы не хочу. Запомнился мне тяжелый период, когда мы выдвигались с ЛНР под Бахмут. То есть 1 апреля выпал снег, месячная норма, зима за одни сутки пришла, и было нам очень тяжело, и месяц шли дожди. Это было для нас очень тяжело, потому что грязь, эти посадки, поля, техника вязла, люди болели. Выдержали, выстояли. Попал в очень хорошее место, хороший коллектив. Пацаны, львы, можно сказать, работают, делают свое дело. Ну вообще вот решение, чтобы пойти добровольцем, вот как оно появилось, почему появилось? Вы знаете, я, наверное, из поколения такого, которое воспитывалось на других книжках, наверное. И тяжело было смотреть. Все-таки понимаешь, что здесь люди, здесь дети, здесь... просто мы когда проезжали города разрушенные, сердце кровью обливается. Увиденное здесь, оно, конечно, оставляет такое серьезное впечатление. Поэтому я думаю, что все правильно я сделал, и дальше будем продолжать свою работу. Есть очень много людей, хороших солдат, офицеров, которых потеряли, с которыми вместе мы выезжали сюда. К сожалению, пока только вот это оставляет такое вот серьезное, в памяти прям вот живо. Наверное, самое хорошее, когда выезжаешь с позиции на помывку, вдыхаешь, ложишься спать, и ничего не взрывается. Наверное, вот это такое яркое впечатление. 300 забрали, 300 забрали. На так называемой тыловой базе, в близости к передовым позициям, отдых тоже весьма относительный. Занимаются, к примеру, эвакуацией 300-х, то есть раненых, которых удалось вывести с мест боев и нуждающихся в более серьезной медицинской помощи. Первую помощь оказывают прямо на позициях и вытаскивают из-под обстрелов штатные медики батальона, среди которых ДОК. Работаем не только на наш батальон, дополнительно, плюс и башкир. Много музыкантов вытаскивали с передовой. Не делаем различия. Все наши. Не считал, сколько человек вытащил? Счет не ведем. Работаем всегда в команде. Там где-то порядка больше 70 человек за ночь вытаскивали. Под словом «музыканты» здесь имеет в виду бойцов ЧВК «Вагнер», с которыми были практически на одних позициях. Из радостных моментов боец вспоминает, как вытаскивал раненых через минное поле и без всякой надежды на их быструю эвакуацию.
Но помощь неожиданно оказалась рядом. В этот вечер вывезли более 50 человек. Но возле точки эвакуации под утро уже как в сказке появилось, мы дотаскиваем еле-еле, уставшие все, можно сказать, без сил, и стоит наша бэха. Погрузили, все довольны, все радостные. В этот вечер мы погрузили раненых всех отработали. Док и сам чуть не оказался в числе 300-х. Спасла медаль, которую сразу после награждения положил в кармашек бронежилета и ушел на передовую. Осколок медаль держит. 120-й миномет. Отработал. В принципе, слава богу, все нормально. В батальоне сейчас идет активное награждение. Более 80 бойцов получают ордена и медали. Да, из рук замминистра обороны. Какая, за что? Орден мужества за действия батальона как раз на этом направлении, на нашем. Батальон стоял на своих позициях, выполнял все поставленные задачи, уничтожено много и личного состава противника, и боевых машин противника. Медаль получил я за отвагу. Еще одна у меня, вторая за боевые отличия пришла. Вот, я был награжден в боях. Я принял командование роты на себя. Держал оборону в непосредственном контакте с противником. То есть, это жесткий месяц был. Как бы мы свою работу выполнили там более чем, наверное, на 400%. А эту на 9 мая, а эту вчера выдали. За 28-е был под обстрелом. Контузия была у меня. Потерял сознание. Сейчас направляюсь в госпиталь. Не знаю, что там дальше будет. Но охота дальше служить, чтобы вернули. Родину надо защищать, а больше не знаю ничего. Никто, кроме нас, этого не сделает. Есть 2 награды: доблесть 2-й степени и боевые отличия. Ну и медали СВО, там, то, что участники СВО. Ну, может, конечно, и будут еще какие-то, но мы пришли сюда не за медалями. Ну, а эти вот награды, они за что? Ну, беспилотник сбил крылан, я не знаю, крылатая птица такая, как правильно назвать его, с этими, со сбросами. 2 сброса, там мины какие-то у них там странные, не знаю. На посту стоял под утро и смотрю, и с автомата его снял. Таких снятых дронов, беспилотников здесь уже немало. Собирают их. Помогают в этом и установки для радиоэлектронной борьбы, присланные из Татарстана. Они нейтрализуют радиосигналы, не давая дронам атаковать. А разновидностей их с той стороны прилетает немало. Дрон камикадзе, практически самодельный. 3 платы, видеокамера, 4 электромотора. То есть он не сдетонировал ничего, да, когда подбили? Ну, да, его подбили, не успел сдетонировать. Военнослужащий с позывным «Соболь» из Самары. Там же и записался в добровольцы. До этого работал на руководящих гражданских должностях, за плечами опыт боевых действий на Северном Кавказе. И уже в зоне проведения специальной военной операции был приглашен в именной татарстанский батальон. То есть как было принято решение вообще пойти добровольцем? Этот вопрос мне задал сын старший. Ему 8 лет было. Я ему показал аллею ангелов на Донбассе, где имена и фамилии детишек, которые погибли. Я говорю, сынок, чтобы вот фамилии вот этих вот там и имен детишек не стало больше. Нельзя сюда идти в любом случае с какими-то настроениями шапкозакидательскими. Это нелегкий противник, но которого мы можем, научились и умеем побеждать. Это должен быть зов сердца, зов долга, преданность Родине. Такие люди нам нужны. Зуфар Тавлечин, Андрей Ключников, Эмиль Бегов. 7 дней. Донецкая Народная Республика.